Добрый день, уважаемые зрители. Приветствую вас на канале журнала «Илин». У нас сегодня в гостях Андрей Геласимов, известный российский писатель и якутянин. Да, Андрей? Да, Якутск для меня место практически родное, Олег. Здравствуйте. Ага. Андрей, вот сейчас со вчерашнего дня фестиваль Nonfiction идет тоже такой, ну вот то, что у нас сегодня в этом 2020 году все удаленно. Вот как вы считаете, это насколько оправданно? А нельзя ли было это перенести? Мне кажется, что даже в режиме онлайн лучше все-таки провести мероприятие, чем отказаться от него. Потому что, ситуация нынешняя неизвестна, когда закончится. Уже я слышал, поговаривают о третьей волне пандемии. А работать надо. Надо издавать книги, надо показывать свои достижения. Издательства должны представлены быть, мне кажется, для публики. И современные технологии все-таки позволяют нам не разрывать вот эту связь читателя с книгами, авторов с издателями все вместе. Это обязательно нужно, мне кажется. Ну, вот эти фестивали, они же занимают сейчас все-таки очень важное место, да, продвижение новых, особенно вот художественной литературы. Вот мы осенью с вами встречались на фестивале литература Тихоокеанской России, да, и это, мне кажется, очень важно. Вот, Да, это был прекрасный опыт. Во-первых, увидеться друг с другом, с коллегами из Якутска, с Сахалина, из Владивостока. Мне кажется, это важно. и сразу вот переходя к такой, ну, акции, что ли, да, вот то, что началось в прошлом году, премия «Дальний Восток» имени Арсеньева. Вы стали первым лауреатом, и мне кажется. Вы стояли рядом со мной как участник шорт-листа. Ага. Это было очень приятно. Да. Вот в этом году, 30 ноября, объявлен тоже финалисты. Вы отслеживали, наверное, участников. Вот как вы считаете, вот участники конкурса, насколько они показывают литературу Дальнего Востока, насколько они, ну вот, как вы охарактеризовали, что ли, вот на основе вот этого опыта литературы именно дальневосточных регионов? Вы знаете, насколько я понял по составу шорт-листа, в этом году представлены именно авторы, живущие в дальневосточном регионе. И это здорово, потому что премия как раз нацелена на развитие литературы и интереса к литературе на нашем Дальнем Востоке. Мне кажется, это крайне важно, потому что разрыв происходит. Очевидный разрыв существует между европейской частью России и восточной частью России. Более того, насколько я понял, в Владивостоке, вот где мы с вами действительно встретились несколько месяцев назад, 2, по-моему, месяца назад, я понял, что не только москвичи и петербуржцы не знают авторов с Дальнего Востока, но и связи внутри дальневосточного региона тоже довольно опосредованные, потому что вот писатели с Камчатки, например, они не знакомы со своими коллегами из Владивостока. Сахалинцы, я бы хотел, чтобы они больше знакомились с культурой Республики Саха, Бурятия. Все вот эти регионы существуют до известной степени, мне кажется, сейчас отдельно друг от друга. Поэтому прежде даже, чем европейская часть России ознакомится с этой литературой, мне кажется, нужно объединение всех сил на Дальнем Востоке. Ведь существует там много и русской литературы, и национальных литератур, прекрасных, которым обязательно нужно дать свой вот этот фестиваль, организованный в Владивостоке, литература Тихоокеанской России, и премия Арсеньева, они, конечно, играют, мне кажется, очень важную, значительную роль. Просветительскую, прежде всего, и, во-вторых, объединительную. Потому что все-таки, когда люди, писатели, живут
далеко от каких-то крупных издательских центров, они неизбежно переживают ощущение одиночества, уединения. Писательская природа сама по себе и работа писателя, она, конечно, ну, связана с одиночеством, с уединением, но нам обязательно нужно знать, что делают коллеги, что пишут коллеги, чем они дышат, о чем они думают. И вот здесь, вот в этой ситуации, конечно, и фестиваль в Владивостоке, и премия. Ага. Ну, вот у нас звук немного так идет прерывисто, да, но я думаю, Пропадает, да? ага, тут, ну, Андрей, вот, вообще, вот как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию в литературе в целом в России, да, вот по рейтингу Озонову последние десятилетия первые места, конечно, занимает литература нон-фикшн, да, и они отметили, вот это буквально вот на днях это вот исследование вышло, да, что э, как бы потребность в художественной литературе, востребованность упала на 25%. Вот как вы Это смотрите вот на эту много. картину вот такую, не очень как бы хорошую с точки зрения именно литературной, художественной? Вы знаете, я все равно в любом случае, Олег, смотрю на это с оптимизмом. Как на все процессы, которые происходят в жизни, я вообще склонен принимать жизнь такой, как она есть, так, как она идет. Потому что она, жизнь, она всегда будет мудрее, чем мы. И даже если нам чего-то хочется, очень хочется лично, это не всегда совпадает с планами жизни, так как она идет по своим законам. И та востребованность нон-фикшена, интерес к реалистическим произведениям, очевидно, отражает ситуацию в целом, не только в стране, но и в мире. Людям в ситуации, мы же сейчас живем в момент так называемой постправды, когда многие вещи переосмысливаются, когда верить уже трудно кому бы то ни было. И вот в этой ситуации художественная литература, она уступает позиции нон-фикшену, потому что запрос на правду становится критическим. Аудитории хочется узнать все-таки, как на самом деле происходят события. Беллетристика же или художественная литература — это все-таки вымысел, это всегда художественное переосмысление. Вот сейчас просто очевидно, Олег, наступил момент, когда художественное переосмысление должно уступить место некоему документальному восприятию действительности. Людям хочется узнать, как же все-таки устроены дела, как идет жизнь на самом деле, а не просто выдумка писателя. Поэтому я ничего страшного в этом не вижу. Все хорошо. Беллетристика, она все равно свои позиции наверстает со временем, как мне кажется. И вот на это как раз направлен именно «Тотальный диктант». Вы в этом году были главным, так сказать, диктатором. И вот, Андрей, у меня вот такой вопрос, вот тотальный, тотал, да, тотальный. У вас Да. нет чего-то такого, сомнений, имея в виду вот наше... Вы же очень тонко чувствуете слово, восприятие слова, да? Почему тотальный? Стараюсь. Вы имеете в виду, почему так называется? Да, здесь нет какого-то такого А, противоречия. ну, я не спрашивал об этом у организаторов. На самом деле это название существует уже почти 20 лет. Да-да. Его придумали в свое время студенты Новосибирского университета, когда вот эту акцию филологическую они предложили публике, и она оказалась востребованной. Я думаю, там в этом названии, когда они его придумали, во-первых, это молодые люди, они немного провокаторы были, им важно было немножко привлечь к себе внимание. Тут надо это Мгм. не упускать момент, да.
слово «тотальный» они использовали прежде всего для привлечения внимания, как мне кажется. Это только мои размышления. Ну, а во-вторых, мне кажется, оно неплохое, потому что все-таки грамотность в последнее время, во всяком случае, в плоскости русского языка, она оставляет желать лучшего, она, очевидно, падает. И, может быть, именно таким сильным прилагательным, как «тотальный», организаторы пытались компенсировать вот это отсутствие интереса к грамотности, попытаться привлечь внимание к проблеме, с тем, чтобы она стала насущной, с тем, чтобы забили тревогу филологи, педагоги, родители, в конце концов, учеников средних школ. Потому что, ну, это факт очевидный, молодежь не ставит во главу угла грамотное письмо и даже грамотную речь, устную речь. Очень много происходит девиаций в связи с развитием новых технологий коммуникационных, девиаций в языке. А вы знаете, девиации в языке приведут, несомненно, к девиациям в сознании. Это так. В свое время, вы знаете, Томас Манн блестяще об этом сказал. Он написал так: хороший почерк ведет к хорошим мыслям. Хорошие мысли ведут к хорошим поступкам. То есть вот он имел в виду, что грамотность, даже начиная с почерка, она в итоге определяет внутреннее состояние человека, его, я не знаю, некую эстетическую и моральную чистоплотность. Вот Влияет к на этому, формирование личности. конечно, однозначно, Олег, абсолютно точно, потому что как вы говорите, так вы и думаете, а как вы думаете, так вы и поступаете, понимаете? Поэтому я за название «тотальный диктант». И он очень популярен у нас в Якутии, в городе Якутске. Да-да-да. А в этом году еще благодаря тому, что вы были ну, вот, героем, диктатором, да, вот, Андрей, вот вы же специально написали текст к диктанту о Константине Циолковском. Но вот у меня такой вопрос, будет ли продолжение, может быть, расширение вот, а, рассказа о Константине Циолковском? Может быть, это роман Вы будущий? знаете, Олег, да, я понял. Вы знаете, Олег, этот вопрос, его задают часто сейчас на встречах с читателями, и когда мы награждали вот не так давно отличников тотального диктанта, я ездил в Петербург, потом принимал участие в онлайн-награждении новосибирских отличников тотального диктанта. Этот вопрос задается и участниками диктанта, и читателями, и журналистами. Я думаю, раз назрел такой вопрос, то я вернусь к этому герою, к Константину Эдуардовичу Циолковскому. И в какой-то момент, я думаю, что я напишу более широкое произведение, потому что эти 4 части диктанта я действительно писал специально для диктанта, потому что предыдущие авторы тотального диктанта иногда брали фрагменты из своих готовых произведений. Но здесь я написал намеренно новый текст, и он меня очень волновал, продолжает волновать. Много о его уединении и о том великом шаге, который сделало человечество, опираясь на его странные идеи. Они ведь были странными на тот момент, понимаете? Он выглядел, я думаю, для современников, ну, не просто аутсайдером, а немного таким городским сумасшедшим, который предлагает возможность путешествия к другим планетам. И вот и об этом я как раз и хочу написать. О том, что современники зачастую не понимают масштабов личности, с которой им довелось жить на одной планете в одно время. Вы знаете, Олег, я когда в свое время долго был концертмейстером, ну вот исполнял на органе мелодии Иоганн Себастьян Бах. И там рядом с этой церковью Святого Фомы стоит небольшая такая скульптура самого
мастера, маэстро. И у этой скульптуры вывернуты карманы из брюк. И я спросил, а почему карманы вывернуты? Они говорят, мне немцы ответили, это потому, что он был бедный, очень бедный. Много детей, мало денег, мало заказов. И потом они мне еще рассказали, что когда Бах умер, то еще 50 лет никто не исполнял его произведений. Он был забыт современниками вообще. И в то время, когда он писал, настолько были новаторскими его идеи музыкальные, что они не очень воспринимались благосклонно современниками. И только через 50 лет после смерти Баха один музыкальный критик где-то на чердаке нашел его старые заброшенные партитуры, переиздал их, и их начали исполнять по всему миру, потому что человечество подтянулось Так, ага. до тех идей, экспериментаторских, новых, которые Бах, Иоганн, это современников и великого человека, она вечная, она неразрешимая. И я собираюсь, да, что-то написать об этом обязательно. И мне кажется, вот личность Циолковского, он будет востребован именно молодежи, сегодняшней молодежи. Мне кажется, чем-то он ближе им, да, вот их вот в таком цифровом мире, он всего такой вот направленность в будущее, да, вот, мне кажется, может быть. Да, Ага, и соглашусь, еще, абсолютно соглашусь. Тем ага, более, тем более нестандартность его идей, она, конечно, очень близка будет молодежи, да. То, что он совершенно непредсказуемо вел себя, и самое главное, не буржуазно. Потому что молодежь отталкивает буржуазность, благополучие, нацеленность на материальные установки. Вот у Циолковского их не было совершенно. Он был действительно очень бедный человек. Просто сидел у себя там на чердаке или в подвале и занимался совершенно непонятными никому вещами, которые ему не приносили никаких дивидендов. мгм, Вообще ничего не приносили. Я думаю, молодежи это близко, да. Во всяком случае, такая бескорыстность, странность и устремленность, как вы правильно сказали, Олег, в будущее. мгм. Вот, Андрей, тотальный диктант начинался с войны и мира Льва Николаевича. Но потом это современники наши, да, Басинский, Яхина, Юзефович, Водолазкин. То есть это такой, ну, скажем, будущее классики. Но это время покажет. Я пока Да. не знаю, Олег. Ага. Ну вот вы поддержали, что Якутск, может быть, в будущем году станет столицей тотального диктанта. Вот почему вы как бы решились предложить кандидатуру города Якутска и поддержать? Ну, во-первых, потому что это для меня, как я уже в начале нашего разговора сказал, город, я думаю, самый важный в моей судьбе. Я прожил там более четверти века. Я учился в университете Якутском государственном, преподавал потом в нем, защищал диссертацию. Ну, то есть там дети мои родились. Я первые книги написал в Якутске. Я знаю его весь вдоль и поперек. Это раз. А во-вторых, существует еще тот момент, о котором мы с вами говорили чуть ранее, когда говорили о значимости литературы для Дальневосточного региона. Тотальный диктант, если он пройдет в Якутске, если Якутск станет столицей тотального диктанта, а я очень этого хочу, мне кажется, это будет крайне важно с той точки зрения, что дальний регион, да не только дальневосточный регион, но и даже просто Республика Саха, это все многонациональные этнические сообщества, где люди говорят на разных языках. Венский, якутский, я не знаю, бурятский, русский язык в данном случае является средством межнационального общения, который позволяет объединяться народам
этносам Дальнего Востока с их сложной, многообразной культурой, не похожей друг на друга. Согласитесь ведь, да? Что даже религии разные у бурятов и у жителей республики Саха, у народа Саха. Совершенно разные культурные коды и так далее. И вот на этом фоне диктант по русскому языку, который является, еще раз повторю, средством межнационального общения, конечно, он призван к тому, чтобы объединить все эти очень разнородные, очень яркие и самобытные сообщества. Вот поэтому я бы очень хотел. Потому что, смотрите, Олег, если мы будем проводить тотальный диктант в Рязани, что тоже прекрасно, или в Воронеже, и это прекрасно, там совершенно отсутствует вот этот момент мультикультурной ситуации. Там его нет. Там все люди говорят на русском языке, это их родной язык. Он для них является просто средством бытового общения. Но в нем нет вот этой важной культурной функции, да, социализирующей эти различные, уникальные культуры. Поэтому обязательно нужно, чтобы Якутск стал столицей тотального диктанта 2021 года. Ну, очень точно сказали, да, вот именно мультикультурность, да, вот именно язык межнационального общения, это русский язык, конечно же, да. А вот, Андрей, вы как-то сказали, что Якутск для вас место силы. Я еще в другом интервью, что Якутск для вас это дом, да. А вот переезд в 2000 году в Москву, что для вас он означал? Это как бы поближе к центру такой культуры, литературы. И оно было, видимо, связано с вашими планами выйти на такой российский уровень или что-то другое вас подвинуло переехать в Москву? Вы знаете, я к тому времени, Олег, уже написал в Якутске целый роман, и у меня была повесть «Жажда», несколько рассказов, написанных строго на якутскую Вау. тематику, да. Там действие одного рассказа, например, происходит в Жатае. Жанна, я это видел по телевидению якутскому, эту историю про девочку. То есть для меня это место действительно место силы, потому что вдохновение, которое я испытал на якутской земле, оно позволило мне создать тексты, которые меня устраивали на тот момент. Вот. Случился переезд очень просто, на самом деле. Я преподавал, да, в тот момент я был преподавателем факультета иностранных языков Якутского госуниверситета имени Амосова. И вот писал эти свои рассказы. Мы работали со студентами над стилистикой английского языка и разбирали тексты Хемингуэя, Фиджеральда, Оскара Уайлда. И в том числе вот в процессе работы над стилистикой я решил, вернее, мои студенты мне как бы спросили, они говорят, а вот мы так много изучаем стиль, композицию, характерологию, а можем ли мы, обладая этими знаниями, сами создать художественное произведение? Вот такой вопрос они мне задали. И это был как бы вызов для меня. И вот однажды летом, когда наступили каникулы в ЯГУ, я сел и написал первую свою повесть. Собственно говоря, для своих студентов, чтобы продемонстрировать им М. полезность тех знаний, которые мы с ними вместе добывали в течение там 10 лет. Я 10 лет преподавал в ЯГУ. И когда результат получился, я не знаю почему, но мне как бы захотелось его опубликовать. Я просто положил его в конвертик и отправил в несколько толстых журналов в Москву. Просто по почте. Пошел на почтамт на площади Орджоникидзе и бросил в конверт. Бросил конверты в ящик. И буквально через где-то неделю мне пришел ответ по имейлу, что из журнала «Октябрь», что вот нам нравятся ваши рассказы, ваша повесть «Жажда», мы собираемся это публиковать. Приезжайте, написали они. И я, значит, сел в самолет, поехал знакомиться с издательствами Москвы, ну, вот в частности с редакцией журнала «Октябрь», с Ириной Николаевной Барметовой и с Олегом Павловым, царствие ему небесное, который сидел на самотеке в журнале «Октябрь». Вот он на самотеке как раз и нашел мои вещи. Они пришли по почте, он их прочел, и они меня вызвали. Я приехал, мы познакомились, подружились очень хорошо. И они мне сказали,
ты останься здесь, ты же еще будешь писать. Нужно обязательно находиться где-то поближе к крупным издательствам, к какому-то движению. Здесь есть литературные агенты. Ну вот, и я как-то боялся, конечно, я очень боялся уезжать, потому что, ну, у меня кафедра, я работаю на кафедре английской филологии, у меня друзья, коллеги и все такое. Вот. Диссертацию я тогда недавно защитил. Я, кстати, писал уже докторскую диссертацию, я взялся тогда за докторскую. Но тогда я услышал вот как раз мнение своих коллег. Они мне сказали, у тебя может получиться неплохая литература. Давай-ка здесь поработаем, поживем, а там посмотришь. Может быть, вернешься в Якутск, если захочешь со временем, да, как хочешь. Вот, поэтому, собственно говоря, это было решение непростое, но оно оказалось продуктивным. Хорошо. Вот я как раз хотел спросить вот точку отсчета, когда вы решили попробовать свои силы в литературе, вы уже ответили. Вот, Андрей, еще потом вы обратились, вот тот роман, историческую тему «Роза ветров». И вот вы в конце пишете, что нужны тома, ну, я примерно цитирую, то есть вы будете Да-да. и дальше обращаться вот к этой теме Дальнего Востока, открытий, Вот вы, вот, ага. вы, Олег, сейчас прямо с языка у меня сняли, вы как будто угадали. Я уже несколько дней изучаю пребывание экипажа Невельского в Якутске. Я собираюсь писать дальше, да. Собираюсь писать дальше. У меня как раз вот сейчас прибыли в Иркутск, а потом в Петербург. Это уже после открытия судоходного фарватера на Амуре. Я сейчас говорю об экспедиции капитана-лейтенанта Невельского. И вот действительно уже 3 дня читаю про Якутск середины 19 века, изучаю фамилии купцов, топографию, топонимику. Так что это обязательно будет. Я второй том собираюсь писать уже сейчас. Мгм. Ну, вот благодаря Так вашему что роману спасибо вам за я, вопрос. ага, вот благодаря вашему роману я узнал, что Муравьев-Амурский тоже проезжал через Якутск. Вот, Конечно. А невозможно было миновать Якутск в середине 19 века, когда вы ехали на Тихий океан, когда вы ехали в Охотск или на Камчатку. Потому что все практически сухопутные дороги вели сначала из Иркутска в Якутск. Там была база для развития. По Охотскому тракту уже на лошадях люди добирались до Охотска или до Аяна. И вот там, оттуда уже начиналось развитие Тихоокеанского региона. Поэтому роль Якутска в развитии Дальнего Востока, Камчатки, Чукотки, Владивостокского региона, Сахалинского региона, роль Якутска как базы, где собирались, да, эти первопроходцы, где они готовили свое путешествие, эту роль переоценить невозможно. Якутск крайне важный был в тот момент, потому что и купечество там очень хорошо было развито, географические все институции работали очень правильно. То есть и бизнес, и экономика, и администрация были направлены на развитие всего дальневосточного региона. Связь подвисает, да, Олег? да, подвисает, и звук идет чуть-чуть опозданием, прерывисто. Ну А, что ж, видимо, это, так сказать, уже картина нашего времени такое, да. А вот, Андрей, еще, кого вы бы назвали своими литературными учителями? А, вот такой ряд я прочитал, что вы Хемингуэй, а, да, опять подвисает, ага. это из лекций, да, в ретроспекции, как становился я писателем, хотел я понять, простите. Поэтому
Хемингуэй для меня был важен в самом начале моей юности, скажем, когда мне было 19-20 лет. Я тогда очень много читал Хемингуэя. Но позже уже были другие авторы. Я приходил к другому, более реалистическому и критическому. Поэтому вот сначала Хемингуэй, но потом уже возникали и другие писатели. Скажем, в эпоху зрелости для меня, я думаю, самую важную роль играет Лев Николаевич Толстой. Его романы с глубочайшим проникновением в природу человека, психологическое проникновение, моральное проникновение, да, понимание того, как существует отдельно взятый человек, но при этом еще и общество, вот это вот умение Толстого понять все не только интимные стороны души, но и социальные проблематики, в которые вписан человек. Вот это глобальное мышление Толстого для меня является очевидным ориентиром сейчас. Вот, ну и плюс синтаксически я очень завишу от способа выражения Толстым своих мыслей. Мне очень нравятся его такие монументальные и при этом очень ясные структуры. Они напоминают архитектуру древнегреческого храма, где все очень величественно, но одновременно просто и понятно. Вот это величие, помноженное на простоту, для меня является ключом к пониманию литературы и жизни. Мгм. Вот, Андрей, литература и современность. Вот как живет сегодня современный писатель? Было время, в советское время писатель — это один из самых, так сказать, уважаемых людей, да, в обществе. А сегодня как? Как вы оцениваете? Вы знаете, Олег, в советское время писатель был встроен в идеологическую конструкцию. Государство действительно поддерживало писателей, были ну, много преференций у писателей. Если вы издавали книгу, во-первых, ее, кстати, издать было намного сложнее, чем сейчас. То есть войти в когорту писателей было труднее. Войти в союз писателей было труднее. А конкуренция была выше. Отбор был сложнее. То есть надо было преодолеть очень много барьеров. Ну вот вы же коллега мой, вы же прекрасно помните, как сами защищали диссертацию, кандидатскую, докторскую. Это очень сложно, согласитесь, да? Очень с трудом эта машина пропускает дальше человека. Она внимательно смотрит на тебя и говорит, достоин ли ты, соответствуешь ли ты всем требованиям научным, методологическим, эстетическим, а в советское время еще и идеологическим. И вот все эти барьеры приводили к тому, что наверх выходили уже очень сильные писатели. Очень сильные. Чингис Айтматов, Сафрон Данилов, в общем, такие крепкие, да, там Шолохов, великие писатели. Сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, нет идеологического давления со стороны государства. Вы можете писать все, что хотите. Но с другой стороны, нет интереса со стороны государства. Писатель больше не является инструментом идеологической борьбы. Скорее, такими инструментами сейчас являются журналисты и блогеры, популярные блогеры в соцсетях. Вот они ведут активную политическую борьбу, и я так, насколько понимаю, в них вливаются какие-то ресурсы. Государственные или прогосударственные, или антигосударственные. Но, в общем, их поддерживают с той или с другой стороны, и они таким образом существуют. Больше нет домов писателя, нет санаториев, нет дач бесплатных в Переделкино больше, понимаете, у Союза писателей. Писатель сейчас на вольных хлебах. Если он не занял какую-то политическую позицию, отчетливую, либо прогосударственную, либо антигосударственную, то ему приходится рассчитывать только на свою читательскую аудиторию. То есть насколько он может привлечь к себе внимание. Отсюда интерес к жанровой литературе, то есть фантастика, триллеры,
детективы. Для того, чтобы расширить свою читательскую аудиторию, писатели, хорошие, талантливые писатели, идут в жанр. Они вот пишут такие произведения, которые с интересом воспринимаются рынком, прежде всего, и читательской широкой аудиторией. Писателям же, которые пишут так называемую серьезную прозу или нежанровую прозу, ну вот которую писал Толстой, Гоголь, Достоевский, Пушкин, вот этим писателям сейчас труднее. Потому что если вы не пишете жанровую литературу, если вы не заняли отчетливую политическую позицию и у вас не появились какие-то донаты, какие-то спонсоры, которые поддерживают вашу политическую позицию в своей политической борьбе, то вы чаще всего пишете это для собственного удовольствия. Это просто ваше хобби, которое, возможно, оценят потомки, как оценили работу Баха и Циолковского. А вот, Андрей, вы как раз подчеркнули роль журнала «Октябрь». Вот как сейчас толстые журналы выживают? У них, да, сократился тираж, но вот они все-таки еще существуют. Они востребованы, но, наверное, уже небольшой группой читателей. Ситуация, Олег, действительно тревожная, потому что некоторые журналы уже даже и не существуют. В частности, вот мой любимый журнал «Октябрь», в котором я издавался в течение 20 лет, он просто закрылся. Его нет. Он существует только в виде электронного издания в интернете. То есть на бумаге он больше не выходит. И, к сожалению, да, вот к моему огромному, потому что вся моя любовь к Ирине Николаевне Барметовой, она всегда выражалась в том, что я нес свои тексты только в журнал «Октябрь», несмотря на предложения из других журналов. Вот эта вот вся моя любовь никак не помогла сохранить журнал. Редакция закрылась. Их попросили выехать из здания, в котором журнал существовал больше полувека, на улице Правды. Более полувека. Там стоит теперь пустые черные окна. Я не знаю, туда никто не заселился, там никого нет. Зачем выслали оттуда журнал «Октябрь», я не понимаю. Похожая ситуация у журнала «Дружба народов», но они, судя по всему, нашли какие-то ресурсы для продолжения дальнейшей работы. Александр Снегирев, мой друг большой, работает там заместителем главного редактора, но вот он работает бесплатно. То есть он за эту работу не получает зарплаты. И, по-моему, вся редколлегия не получает зарплаты. Это чистой воды подвижничество, строго на энтузиазме существует журнал «Дружба народов», но он выходит, слава богу. Получше ситуация сейчас у журнала «Юность». В время читали, покупали, выписывали этот журнал «Юность». В советское время это был заметный журнал, действительно. Вот сейчас, слава богу, нашлись какие-то умные люди, которые финансируют его перевозрождение. Там главный редактор теперь еще один мой друг Сергей Шаргунов, его заместитель Таня Соловьева, тоже мой большой друг. И вот усилиями этих ребят и поддержки, которой они заручились, журнал «Юность» сейчас, я думаю, выходит в лидеры литературного процесса в толстых журналах. Они даже сейчас открывают, только что они объявили об открытии новой литературной премии за лучший рассказ. Премия имени Катаева. Я так понимаю, имя Катаева она получила, потому что Сережа в свое время написал книгу о Валентине Катаеве, и для него этот автор очень важен. Поэтому премию назвали имени Катаева. И это своевременное решение. Знаете почему? Ведь долгие годы существовала премия за лучший рассказ имени Казакова. Но она, к сожалению, тоже закрыта. И вот теперь усилиями Сергея Шаргунова, Татьяны Соловьевой и тех людей, которые им помогают, у нас вновь появилась премия за лучший рассказ на русском языке. Вот там даже, по-моему, есть хорошая финансовая составляющая. Те, кто выиграет эту премию, получат денежный приз, и он не маленький, насколько я помню.
уже, я так понимаю, в начале следующего года будет объявлен набор рассказов на эту премию. Это прекрасная новость на самом деле. Да. Журнал «Новый мир» под руководством Андрея Василевского, Андрея Витальевича, с которым я сейчас имею честь быть коллегой. Он работает вместе со мной в институте, преподает литературное мастерство. Журнал «Новый мир» существует. Андрей Витальевич очень стойко, как настоящий солдат, рассылает всем своим знакомым по соцсетям. Каждый новый номер приходит файлом мне в личное, в сообщение личное в мессенджере. То есть каждый месяц всегда приходит обязательно раз присылочка, написано: Андрей Витальевич прислал вам журнал «Новый мир». За это я ему очень признателен, благодарен. Коллеги все-таки не сдаются, несмотря на такую непростую ситуацию. Но все-таки журналы держат такую планку, да, литературную, вот качество, Конечно. да, конечно. Да. Вот, Андрей, а как на Западе, в Европе воспринимают сегодняшнюю современную русскую литературу? Я знаю, вас там читают, переводят очень охотно. Вы общаетесь с ними. Вот как вы видите вот эту ситуацию сегодня? Вы знаете, Олег, вот не далее, как в феврале прошлого года, то есть, ну, вот уже почти год назад, до начала пандемии, мы с группой писателей русских успели съездить в Калькутту. Это был международный книжный салон в Индии. И сразу оттуда перелетели в Париж на парижскую книжную ярмарку «Русофония», посвященная русской литературе. В Калькутте я был с Евгением Германовичем Водолазкиным и еще рядом писателей. И в Париж мы с ним вместе тоже прилетели, и там к нам присоединился Захар Прилепин и Людмила Улицкая. И вот вы знаете, Олег, несмотря на вот сложное положение в международном идеологическом пространстве, я имею в виду негативное отношение к России в политическом смысле, интерес к ее литературе остается на прежнем уровне. Во всяком случае, в Калькутте, а это, как мне объяснили в Индии, потому что там посетителей, на наших выступлениях было много людей. И интерес, с которым индийские коллеги и читатели, французские друзья и любители русской литературы приходят на эти встречи, задают вопросы, этот интерес, его ничем подделать нельзя. Я сам ходил в Париже вот в феврале месяце на выступление Жени Водолазкина. Он собирал человек по 400, вы знаете, в Париже. То есть 300-400 человек приходят послушать Водолазкина. Причем среди них русских людей мало. В основном одни парижане, французы. Я, кстати, презентовал в феврале в Париже французское издание своего якутского романа «Холод». И ко мне тоже пришло много людей. Людям было интересно послушать про Якутию, про холода, про все такое. И вот в той аудитории, где я выступал на салоне, там вообще не было русских. Ни одного, просто ни одного человека. Я не слышал ни одного вопроса на русском языке. Задавались только на французском вопросы. Интересные, людей интересует наша с вами общая родина, Республика Саха. Поэтому вот в феврале мы представили французский перевод романа «Холод». Отлично. Ну, Так что есть поздравляю, это, интерес. да, это очень хорошая новость. Спасибо. Ага. А вот, Андрей, вы работаете в литературном институте, молодежь, вот несмотря на то, что вот говорят, что молодежь не читает там и так далее, к вам идут студенты, они хотят стать писателями, критиками, переводчиками. То есть этот интерес же сохраняется к литературному институту именно со стороны молодежи. Вы знаете, да, несмотря на, в общем, неблагополучную, да, какую-то ситуацию, связанную с современной экономической историей вот в литературе, молодежь, как это ни странно,
в Литинститут идет прямо толпой. У нас в прошлом году, вот мы обсуждали с ректором Алексеем Николаевичем Варламовым, в прошлом году он мне показал фотографии. Очередь в приемную комиссию стояла от Литинститута до Макдональдса. Вот представьте себе Пушкинскую площадь, Э, до Макдональдса, почти до памятника Пушкина. Там было несколько сотен абитуриентов, которые просто пришли подать документы. Это было удивительно. И Алексей Николаевич удивился, Варламов, и я удивился. Но это радостно было. Конкурс у нас составил в прошлом году, по-моему, 8 или... переводчики очень интересные есть. Вот вы хорошо, что упомянули. У нас в Литинституте есть группа, якутская группа переводом, которая занимается. Они уже, по-моему, отучились целых курс и еще один семестр. Да, они сейчас на 2-м курсе. Мои коллеги по институту очень их хвалят. Интерес ребята проявляют к работе, к литературной работе очень большой. Я думаю, скоро, вот когда они закончат, осталось 3,5 года, и они вернутся в Якутск, я думаю, это сильно-сильно оживит якутскую литературную жизнь, якутскую панораму, да, литературную. Поэтому на этих ребят я возлагаю прямо очень большие надежды. Они талантливы, хорошо заряжены. Мне кажется, что для якутской культуры вот эта группа ребят сделает очень много в ближайшие 20-30 лет. Очень Так что да, хорошие интерес есть. новости, да. Мы тоже болеем за них, за нашу группу ребят. Вот, Андрей, багаж современного культурного человека, что должно входить? Такой общий немного вопрос. Знание классической литературы, классической музыки или еще что? Вы знаете, как ни странно, да, понятно, что обязательно нужно знать классику, и не только русскую, и не только родную якутскую, но нужно знать и восточную классику, я не знаю, китайскую, японскую. Очень полезно знать. Европейскую, американскую. Это все так, это все понятно, да, что нужно обязательно потратить время молодым людям на изучение вот этих богатств, этой роскошной, доставшейся нам по наследству культуры, многовековой, любой, еще раз повторяю. Но при этом я бы советовал, особенно молодым людям, девушкам, которые собираются посвятить себя изучению культуры или произведению новых каких-то вещей в культуре, не разрываться с современностью ни в коем случае. Обязательно нужно понимать, в какой контекст они вступают, что происходит сейчас в современном обществе, как быстро и стремительно оно меняется, и какие сокровища оно создает сейчас. Оно создает сокровища. Вы сейчас будете смеяться надо мной, но даже ТикТок надо изучать. Надо смотреть, как взаимодействуют новые системы коммуникаций, как передается информация из одного источника в другое. Надо понимать новые правила юмора, потому что юмор XIX века не соответствует нынешним стандартам смешного. А ТикТок, несмотря на то, что следую контент, который существует в Ютубе, в ТикТоке, в соцсетях, без этого сейчас невозможно. Поэтому багаж вот такой. Классика, вся, которую я назвал, плюс обязательно не нужно разрывать связи с современностью. Я расскажу вам на эту тему, Олег, и нашим слушателям одну забавную байку. Я очень дружу с замечательным поэтом, или, как сейчас в феминитивах говорят, поэткой Верой Павловой. Она сейчас живет в Америке, раньше жила в Москве. И вот вы знаете, она замечательный, тончайший поэт. Прекрасные стихи у нее, поэмы очень интересные. Она сложно пишет, эмоционально глубоко пишет и так далее. Но однажды мы заговорили с ней о чем-то нелитературном. Я ей сказал какие-то вещи из современной жизни. По-моему, я упомянул кого-то из рэперов. Я сказал, ну, вот там Эминем, Тупак. И она сказала, а кто это?
Я говорю, ну, это очень известные люди в современном культурном пространстве. Она говорит, я никогда о них не слышала. Тогда я остановился на секунду и сказал, подожди, а кто такой Элвис Пресли, ты знаешь? Она сказала, нет, зачем? Я изучаю классическую культуру. Я играю... Она сказала, я пианист, закончивший консерваторию. У нее действительно есть консерваторское образование. Она исполняет прекрасно, неправильный. Нужно ощущать биение времени, несмотря на то, что у вас консерваторское образование. Мгм. Вот, Андрей, у вас же последний роман, который опубликован, это вот «Чистый кайф», он как раз о рэперах. Да. Я... Вот это очень интересно. Почему вы решили обратиться вот к этой теме? Отчасти по тем причинам, о которых я сейчас вам только что упомянул. Отчасти потому, что я испытал серьезный разрыв с подрастающим поколением, с другими поколениями, уже которые взрослые, кстати. Я почувствовал, что я говорю со своим сыном на разных языках. И овладеть его языком для меня стало таким же вызовом, как в свое время я овладевал английским языком. И я вам скажу, Олег, это не менее трудно. Это так же трудно, как будто вы учите новый язык. Я не знаю, даже не английский. Английский намного проще. Китайский, вот это трудный язык. И вот говорить с молодежью на их языке, я сейчас говорю для старшего поколения, кстати, и для младшего, что младшее поколение перестало злиться на своих родителей. Так вот, говорить с вами, друзья, как будто изучать китайскую грамоту. Но это сложно, но это надо сделать. Если вы лично не хотите потерять связь со своим сыном, с дочерью, или если вам они дороги, и вы хотите понимать, над чем они смеются, что их беспокоит, из-за чего они могут задуматься или заплакать, тогда вам придется изучить их культуру. Вот тогда я, собственно, сел изучать то, что волновало моих сыновей, а это был рэп. В начале там они к нему пришли где-то в 2010 году, может быть, чуть пораньше еще. А я вот уже ближе к 20-м годам. Ну и еще судьба меня свела с рэпером Бастой, потому что он снялся в фильме Сергея Соловьева, который мастер Сергей Александрович Соловьев снял по моему рассказу. Фильм «Кеды». И вот в этот фильм мастер пригласил Василия Михайловича Вакуленко, он же Баста, он же Нагана, для того, чтобы этот рэпер написал саундтреки для этого фильма по моему рассказу. Хотя у меня в рассказе рэперов нет. У меня в рассказе просто мой сын собирается в армию. Но Соловьев придумал, что пусть будет рэп. Тогда позвали Басту, он написал хорошие мелодии, мы познакомились, стали общаться, до некоторой степени подружились, и мне стало интересно, и в связи с тем, что я хотел восстановить свои взаимоотношения с сыном, и в связи с тем, что я хотел понять новую культуру, мне стала интересна жизнь этих людей. Я попросил Васю, чтобы он взял меня с собой в тур, и я поехал с ним в тур по Германии. Мы ездили из города в город, я наблюдал за жизнью рэперов, за кулисами, в гостинице, во время концертов, во время общения с публикой, в ресторанах, на улицах. Ну, в общем, я как писатель, как шпион отследил всю их жизнь и написал роман «Чистый кайф». Да, действительно. Очень интересно, вот отцы и дети, да, такая Да, проблема. И вот это новые отцы и дети, да. решение такое, да, интересно. А вот, Андрей, ну, в такой, может быть, к концу нашей, так сказать, беседы, глобальный вопрос. Вот иногда спорят, нужна ли России национальная идея. Кто-то говорит, нет, не нужно там одной какой-то идеи. Вот, а как вы считаете, нужна России, россиянам Вы национальная идея? знаете, я понял, да. Сложный действительно вопрос. Я о нем не размышлял, сразу скажу честно, потому что я живу как частный человек.
и, в общем, решают только свои маленькие проблемы частной жизни. Педагогика, литературная композиция – мой талант. Меня на самом деле, кроме этих 3 вещей, еще интересует только моя семья. Поэтому я человек крайне аполитичный, но могу поразмышлять, поимпровизировать сейчас с вами. Я бы, наверное, склонился к тому, что национальная идея России, потому что мы живем в многонациональном, мультикультурном пространстве. Я не знаю, была ли у Древнего Рима национальная идея. Вот все-таки мы такой, все-таки, как было сказано еще давным-давно, Москва, 3-й Рим, и 4-му не бывать. Хотя врут, да, 4-й все-таки есть, теперь это Вашингтон. Есть 4-й Рим. Ошиблись русские политики 16 века. Так вот, мне кажется, как вот у Рима не было национальной идеи, и национальной идеи нет сейчас у Соединенных Штатов. Мне кажется, у них нет национальной идеи. Их национальная идея – это доллар. Вот и все. То есть эффективность их действий с экономической точки зрения, вот это является национальной идеей Америки. Больше никаких идей у них нет. Я думаю, нам, наоборот, надо, и это уже происходит, объединение в мультикультурном пространстве. Вы знаете, у нас недавно в Москве здесь, рядом со спорткомплексом Олимпийский, построили огромную мечеть. Огромную мечеть. Она красивая, очень красивая. То есть рядом стоят мечети, православные храмы. Пусть стоят шаманские юрты рядом. Понимаете, какая штука? Мне кажется, вот так. Мы содружество. Мы ведь на самом-то деле наследники не Рима, Олег, как мне кажется. Мы наследники не Византии, как мне кажется. Мы наследники Золотой Орды. А Орда была многонациональным государственным администрационным таким устройством, понимаете? Где существовало много религий, где была толерантность к религиям, правильно? Да. Были мусульмане, были буддисты, толерантно относились к православию, ордынские ханы. Вот эта вот толерантность, существование вот нашего, я не знаю, общего пространства, единства политического, которое объединилось, понимаете? У нас, слава богу, это уже есть. Я так понимаю, что мы единственная не мусульманская страна в мире, где мусульмане представлены крайне широким спектром. Да? У нас есть целые мусульманские республики. Казахстан возьмите, да, поезжайте, Татарстан, простите. Поезжайте в Казань, и вы увидите, что все хорошо. У нас есть буддийские республики. Калмыкия. Республика Саха, я так понимаю, шаманизм продвигает. То есть нам нужно обязательно вот это все вместе, в общежитии. Вы знаете, вот напоследок вам расскажу такую историю, Олег. Я в Якутске тогда жил, это уже было лет 20 назад, и к нам в университет приехали американцы, коллеги из Аляски. Помните, тогда много приезжало из Аляски коллег, из Анкориджа, по-моему, они были. И, значит, я их повел в музей, в наш музей имени Ярославского. Они, значит, все это посмотрели, ходят, смотрят с интересом, рассматривают. Потом вот эту наш, там, помните, стоял большой этот струк такой, сруб большой, двухэтажный, он сгорел, по-моему, да? Да. Вот этот первый острог. Острог. Башня, да. Они, значит, ходят вокруг нее, смотрят. Потом зашли в музей, смотрят шаманские костюмы, смотрят атрибуты древнего быта народа Саха. Вот так смотрят на это все. Целый музей обошли. Потом мне говорят, Олег, они мне говорят, слушайте, странная история, а у нас на Аляске этого нет. У нас же, говорит, тоже есть эскимосы, но у них нет музея. У них нет культуры. Я говорю, подождите, у нас еще есть театр оперы и балета якутский. Там, говорю, оперу поют на якутском языке. У нас, говорю, в школах преподают на якутском языке. Вы, говорю, не поняли? Все не просто сохранено, все работает. Этот народ себя осознает как самоценный народ, культурно идентифицируемый народ. И тогда вот американцы как раз сказали, а мы своих эскимосов просто споили.
Они им там водку выделяют, дали им за их вот эти участки земли, где нефть добываются, дали им какие-то откупные деньги. Эскимосы не работают, пьянствуют, в общем, ездят на этих своих снегоходах и так далее. То есть они, смотрите, как получилось, они их полностью интегрировали в западноевропейский контекст. Они стерли их национальную идентичность, не стали развивать их культуры, просто подмяли их под себя. Вот это как раз имперское поведение. Согласитесь, да? Конечно. Абсолютно такое жесткое имперское поведение. У нас, слава богу, другая ситуация. Даже большевики, коммунисты 70 лет думали о развитии национальных культур. Понимаете? Издавались книги на всех языках. Была серия «Дружба народов» литературы, где переводились с национальных языков на русский язык, переводились замечательные произведения киргизских авторов, казахских, прибалтийских авторов. Вот мне кажется, в эту сторону нам надо двигаться политически. Отлично. Андрей, ну вот и в завершение вопрос такой. Да, простите, договорю, Олег. Простите, Хорошо. договорю. При условии равенства всех перед всеми. То есть каждый народ, саха, буряты, русские, татары, кавказские народы, все должны быть равны в правах. Абсолютно равны. Вот тогда и каждая культура должна быть самоценной. Мордовская культура, коми, все должны быть, присутствовать вот на равных правах. Вот все, на этом я закончу. Отлично. Андрей, ну, декабрь месяц, заканчивается год. Можете ли подвести, вот, ну, это ваше мнение, литературные итоги 2020? Ну, год был непростой, как мы все знаем, да. Литературные ярмарки либо отменились, либо перешли в формат онлайн. Тут все очень непросто. Авторы, тем не менее, пишут новые книги. Вот только что вышел новый роман, новая книга, ее презентация буквально 10 числа. Я иду на ее презентацию этой книги Евгения Германовича Водолазкина. Ее будет представлять литературный критик Галина Юзефович. Это будет не онлайн-мероприятие, но оно закрытое, к сожалению. Оно не будет в рамках какой-то ярмарки или в книжном магазине. Оно в закрытом клубе произойдет, но тем не менее будет трансляция. Вот. Таким образом, ну, мы не сдаемся, все пишут. Я еще надеюсь на то, что авторы в условиях самоизоляции, особенно весной и летом, сделали хороший задел на будущее. Поскольку времени у всех было много, я очень надеюсь, что писатели работали своими руками и мозгами и сердцем. И у нас будет что показать в 2021 году. Андрей, большое спасибо за интересный рассказ. Вот ваше мнение, мне кажется, очень важно по всем вопросам, о которых мы с вами сегодня беседовали. Несмотря вот на расстояние, но, конечно, вот связь временами подводила, там звук подвисал, но я надеюсь, что в целом все-таки мы записали полностью и, так сказать, предоставим нашим зрителям, слушателям вот беседу с вами. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. До свидания, Олег. Всего доброго. Не болейте. Спасибо, до свидания.